Бисмилlah. Для нашей рубрики «Не о чеченце, о чеченцах». Это записки турецкого разведчика о Чечне от 1920 года, который шел через Грузию, Азербайджан и Дагестан в Чечню. После этих аулов мы распрощались с голыми и грустными видами и бедными аулами Дагестана. И в самом деле, уже первый же чеченский аул Селимхан удивил нас своей чистотой. Побеленные и далеко отстоящие друг от друга дома рассеяли постоянно гнетущую меня грусть. Прекрасные виды Чеченистана заставляли меня забыть об изнуряющем меня пути. Только теперь я увидел тот самый Кавказ, о котором мечтал. Во время молитвы я увидел у дверей мечети вооруженных горцев и подумал о внимании к молящимся. Когда же я начал молиться, то увидел прямо перед собой вооруженного чеченца и удивился. Выяснилось, что существовала опасность покушения на нас во время молитвы. Такое подвижничество народа было для нас выражением самого сокровенного. Как же можно такой народ и подобную райским кущам природу бросить под копыта лошадей казаков и сапоги русских мужиков? Среди различных, на которых говорят горцы Кавказа, языков, чеченский язык самый приятный на слух. Гармоничный очень язык. Я прислушался к некоторым выступлениям и выяснил, что в этом языке очень мало плохо действующих на слух громких звуков, гортанных как «к» и «г». В нем почти нет. Короче, я могу сказать, что чеченский язык самый искусный и красноречивый горский язык. Мустафа Бутбай. Воспоминания о Кавказе. Записки турецкого разведчика. Издание Махачкала. 1993 год. Страница 30, 38 и 40.